В историческом парке «Россия. Моя история» в рамках фестиваля «Почему в агронауке» состоялась лекция об охоте и охране природы. Мероприятие посвящено 110-летию Георгия Коротова, первого директора научно-исследовательского института сельского хозяйства, внесшего большой вклад в развитие сельского хозяйства и охотничьо-промысловой отрасли Якутии. Взяли тематику охота и охрана природы. Почему? Потому что Коротов Георгий Павлович, директор-организатор нашего института 1956 года, он работал замминистром и курировал охотничье промысловое хозяйство. А вообще это первый профессиональный охотовед, который занимался клеточным звероводством. И в том числе был один из управленцев, который занимался, чтобы американская андатра стала нашим видом и распространилась и стала отраслью. Теперь большая проблема была связана с тем, что реально якутского соболя уже к тому моменту практически не было. Это были выбитые все территории, это слишком много отнимали, и более-менее были баргузинские популяции соболя. Он мог у нас распространиться, и вот была проведена большая работа учеными, в том числе Коротов тоже как один из управленцев участвовал в этих работах, и его вклад тоже не меньше, чем ученых, которых этим занимались с позиции науки. Потом еще Плесец оказался тоже в такой же ситуации, тоже Коротов участвовал в восстановлении. То есть это была практикоориентированная работа, и он как начальник управления охотничьих промысловых животных, В 1956 году его как замминистра поставили директором-организатором Якутского института сельского хозяйства, в котором он стал заниматься уже другими направлениями, в частности, его направление, которое его основное и представляет его научное лицо, это якутский скот. Экскурсия «Коротко о Коротове» состоялась в зале с экспозицией на тему якутского скота. Она рассказывает о первом докторе сельскохозяйственных наук Якутии, директоре Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, его путь от простого мальчика из села к достаточно до должности замминистра, по-моему, то есть можно посмотреть, воодушевиться и тоже воодушевиться на такие же подвиги, что все возможно в этом мире. Посетившие мероприятие по двум научным станциям прослушали лекции на тему охраны природы и о древней охоте в каменном веке. Студенты проверили свои знания в тематическом квизе. В общем, я интересно услышал насчет ОПТ, видов ОПТ и как вообще это происходит, потому что мне интересно это, я собираюсь там работать, собираюсь в ту сферу. Интересно, что-то открывается, мы не знали, что там, как это вообще происходит, что там изучается, но сегодняшним днем стало более ясно. В рамках проведения фестиваля «Почему в агронауке» пройдут различные активности – мастер-классы, квизы, познавательные станции, круглые столы. 18 февраля с 14 часов калейдоскоп познавательных станций включит в себя серии научно-популярных лекций, посвященных животноводству Якутии. В завершении состоится увлекательный мастер-класс по изготовлению блюд из местной продукции. Финальный день фестиваля пройдет 24 февраля. С 12 часов начнется круглый стол на тему инноваций в племенном деле якутского скота. С 14 часов пройдет серия мастер-классов, посвященных теме «Все, что можно сделать из молока», создание молодого сыра, приготовление кумыса, быппаха в домашних условиях, определение массовой доли жира молока на анализаторе лактан. Вход на выставку свободный. Подробнее о мастер-классах, лекциях и новостях фестиваля читайте в официальных социальных сетях исторического парка «Россия. Моя история». Все о прошлом, настоящем и будущем Якутии в историческом парке «Россия. Моя история». Первый и самый масштабный проект истории Якутии. Последние 100 лет, начиная с конца 19 века до наших дней. Выставка «Современная история Якутии» – это синтез современных мультимедийных технологий, арт-объектов и музейных экспонатов, ставших символами эпохи.
Знай историю родного края. В этот же день автор книги Исидор Барахов из серии «Жизнь замечательных людей» Алексей Амбросьев встретился с читателями, рассказал о том, как собирал материал, чтобы написать книгу, и ответил на вопросы собравшихся. Это же не мной было придумано, я же не сам затеял вот этот проект. Я в двух словах с гордостью могу сказать, что это был последний литературный наш общий проект с моим учителем, доктором философских наук, профессором Виктором Давидовичем Михайловым. Это он 4 года назад позвонил мне однажды добрым, бодрым утром и сказал: Алеша, он всегда меня называл Алеша, так сладко как-то вот так. Он говорит: Алеша, говорит, я хочу, чтобы именно ты написал. Я так удивился, почему именно я. Он сказал: во-первых, ты двуязычный, а во-вторых, с университетских лет ты обладаешь каким-то вот таким, аналитическим взглядом. И потом мне твой стиль очень нравится. И что еще немаловажно, помимо того, что стиль, который ты умеешь писать, мне очень нравится, плюс к этому ты сам не верхневилюйский. То есть ты достаточно, говорит, самодистанцирован от этого, и поэтому ты сможешь избежать любых вот таких каких-то нюансов, которые могут быть, если бы автором был наш земляк, говорит, самый верхневилюйский. И вот он действительно, он давно следил за мной, так потом он рассказал мне. К сожалению, в самом начале его уже не стало, но он успел, я очень рад этому, он успел прочитать пролог и первые несколько глав, он вообще был в восхищении, и потом его слова, вот то, что вот он мне написал, я у себя в рабочем кабинете вот поставил у себя. Самое сложное было, с одной стороны, придержаться формата издания, потому что ты не должен чисто как литератор, как автор художественного произведения работать, потому что нужно всегда формат издания, особенно вот такое издание, как легендарного цикла «Жизнь замечательных людей», который изначально требует, что ты всегда свои выкладки архивными какими-то документами, документально как-то подкреплял. Я думал, как заинтересовать читателя, поэтому я придумал довольно-таки любопытный, как мне сказали в издательстве «Молодая гвардия», ход, который они очень, так сказать, их удивило. Я придумал параллельного автора, и все вот эти самые, которые недопустимы обороты для архивистов, для историков, да, вот такие обороты, как мне кажется, наверное, видимо, да, вот такие вот это. Я вложил в уста вот этого придуманного мной параллельного писателя, параллельного автора. И все вот эти красивости, описательные моменты, вот эти любимые мои всякие разные обороты, и вот литературные вот эти большие вот эти куски я вложил в уста своего вот этого параллельного героя. И получилось то, что я вот, с одной стороны, это написано красиво художественным языком, а с другой стороны, вот, я полностью, значит, основывался на архивных, документальных вот этих фактах. В воскресенье в историческом парке провели всероссийскую акцию «Письмо защитнику Отечества», участниками которой стали посетители музея. Видите как? Такой конверт у нас полный, и наши студенты, наши ребята, наши мамы, родители, и мы
Советский парк передаем это письмо для дальнейшей передачи их нашим защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Письмо защитнику Отечества, в которой участвуют практически дети всей нашей страны. Я считаю, что это очень важно. Во-первых, есть духовная составляющая, когда воин, он получает письмо от ребенка, и для многих солдатов это служит неким оберегом, харасхалом, да, для бойца. Это очень важно, они сами даже просят эти письма. Я вижу, что они висят там в блиндажах, у ребят там, на грудном кармане, там, под сердцем, вот, или там письмо от родных. Ну, это все как бы носит еще сакральный такой характер. Ну а мы участвуем в этом, помогаем эти письма доставлять. У нас транспортировка занимает очень много времени. Мы вот, новогодние поздравления от детей вроде заранее отправляли, но они многие получили после Нового года. Но от этого их значимость не уменьшается. Но хотелось бы, конечно, успеть к 23 февраля. Поэтому сейчас я приехал сюда, чтобы получить и как ближайшим рейсом отправить ребятам на передовую. Якутия с тобой! Мы вместе! Здравствуйте, мне, пожалуйста, билет на современную историю Якутии. Нет, зачем тебе платить деньги, если есть Пушкинская карта, и с помощью него ты можешь приобрести билет. А, да? А как? Давай я тебе сейчас покажу. Давай. Скачиваешь госуслуги, потом регистрируешься, потом скачиваешь госуслуги «Культура». И у тебя там будет автоматически 5000 рублей, которые ты можешь потратить на музей, в кино и на концерты. Как круто. Не тратьте деньги, есть Пушкинская карта.